Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и приглашаем в гости наиболее интересных собеседников, тех людей, которым, как я говорю, всегда есть что сказать. Сегодня у нас в гостях, после долгого и продолжительного перерыва, чрезвычайный полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрий Спойканс. Салям алейкум. Добрый вечер. Я правильно сказал должность, да? Да, все правильно, все правильно. Вот. Ну как, у нас есть две самых близких страны для крымских татар. Это, конечно же, Латвия и Литва. Почему? Объясню. Потому что в Литве родился первый крымский хан, а в Латвии долгое время жил и работал глава Меджилиса Рифат Чубаров. У нас братские связи в этом плане. Вот. Абсолютно согласен. И я с удивлением узнал, я не знал, я знал, что он там жил долго, работал, но что Рифат Ага по-латышски говорит, я не знал. Конечно, прошло какое-то определенное время, как он не живет уже, но все-таки супруга латышка, у него дочери очень хорошо говорят на латышском языке. И сколько, вот мои ощущения, ну, мы, конечно, так не проводили вот как живую беседу. За душу не говорили вы. Но у моего ощущения, что он довольно-таки много понимает. Все-таки нужно учитывать, что он представитель этнического меньшинства, как крымский татарин, народа, который очень сильно пострадал, и находясь в Латвии, тоже народа, который сильно пострадал. Я думаю, что для него тоже было важно все-таки что-то понять и учить латышский язык. Поэтому мое ощущение, что он в целом неплохо владеет. Знаешь, вот, да, мы с господином послом всегда на «ты», Да, это, поэтому у нас не фамильярность, это у нас просто образ жизни такой. Вот. И мой дед вырос среди сильных, в том числе латышей, эстонцев. И вот людей, народы которых так пострадали, они как-то вообще без слов друг друга понимают. Вот и с тобой, со всеми людьми, и мне дед еще говорил тогда, он говорил, вот, говорит, латыши, эстонцы, литовцы, говорит, они тебя сразу поймут всегда. Вот у вас насколько сильно вот это развито? Ну, что там, я скажу сразу, что огромное спасибо вашей стране за то, что вы первые признали геноцид, депортацию так называемых крымских татар геноцидом крымского народа. Спасибо от меня лично, от всех, от нас, да. А почему так? Почему вы первые именно? Я не думаю, что тут какая-то конкуренция, кто первый, кто второй, но я абсолютно согласен в том, что страны Балтии, можно сказать, 40-й год – это сильнейшая дата в истории Эстонии, Латвии, Литвы. Точно так же наверняка, как для крымско-татарского народа, это депортации, которые всегда, к сожалению, останутся в сердце, в уме и так далее. И все-таки уничтожение независимости страны, которая в то время уже существовала больше 2 десятилетий, и стать как бы разменной монете в этой геополитической игре, то есть это была, несомненно, очень большая трагедия. И депортация 41-го и 49-х годов, ну, это фактически потом эмиграция, которая после Второй мировой войны. Мы потеряли вот такую живую силу, которая, как и украинцы, крымские татары, очень сильно восполнить. Поэтому, несомненно, когда многие латыши, литовцы, эстонцы бывали в ссылке и встречались с людьми, которые пострадали где-то, и очень часто люди-то пострадали вообще ни из-за чего, или как средство или доноса, или каких-то там предубеждений. То есть понятно, что когда ты в общей беде, ты друг друга лучше понимаешь. Поэтому то, что случилось с Крымом в 2014 году, мое ощущение всегда было, например, будь это крымско-татарский меджлис или крымские татары, нам рассказывать, что случилось, не надо. Мы это как-то понимали сразу с полуслов. Это гибридная оккупация, да? Это было абсолютно до нас понятно, поэтому принятие парламентом Латвии, я считаю, что там очень большую роль сыграл, конечно, и Рифат Чубаров, и глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Сколс. Тогда было 5-летие форума оккупации Крыма, который еще тогда именно Джапарова организовывала. То есть это была такая общая работа. И участие Рихарда Колса в этом мероприятии, ну, и я потом еще Рифату говорил, тебе обязательно, если ты хочешь достичь какого-то результата, нужно в Риге, ехать в Ригу и рассказывать это депутатам. То есть это был результат общей работы. И для нас это была, ну, просто констатация исторической действительности, которая случилась. Потому что людей, которые депортировали с Крымского полуострова, их депортировали просто потому, что они были крымскими татарами. И очень же много исторических фактов, тоже вот те крымские татары, которые воевали в советской армии, потом возвращались, их депортировали дальше еще. То есть это была сильнейшая трагедия. И еще тут добавляется, конечно, вопрос маленьких народов. Мы хорошо понимаем, насколько
для небольших народов все-таки сохранение языка, религии, быта, традиций – это очень важно. В этом смысле есть понимание вот той беды, горечи крымско-татарского народа, несомненно, есть. Я напомню нашим зрителям, что у нас есть телефон студии, Viber. Звоните, задавайте свои вопросы послу Латвии в Украине, прекрасному человеку Юрису. Вот, а говорить мы будем во всем. Но вот начали с Крыма, с геноцида. И, кстати, я эту тему хочу продолжить. Вот понятно, что тоже были депортации. Просто всех латышей депортировать, ну, наверное, было некуда. Просто все не такой маленький народ, как, да, но была иммиграция. То есть какая-то часть латышей просто уехала, начиная с 40-го года, да, а какая-то часть была вывезена. Вот каковы масштабы этой трагедии именно вот в цифрах, в сотнях тысяч, я не знаю, в миллионах? Ну, миллионов, конечно, не было. У нас до 40-го года число жителей Латвии было где-то 1,9 миллионов жителей. Возьмем депортации 41-49 год, ну, это где-то вывезено 1050. Так, может быть, немножко даже больше. Уехало уже после Второй мировой войны, потому что, приходя к советской армии, многие не хотели оставаться. Ну, понятно. Помню депортацию 14 июня. Плюс-минус уехало тоже где-то 100 тысяч. Плюс Вторая мировая война, Холокост, евреи, жители Латвии. Фактически, ну, потери серьезнейшие. Не могу сказать точную цифру, но я думаю, наверное, где-то 200 тысяч это будет, ну, в целом даже немножко преуменьшенная цифра. Я даже думаю, пострадали где-то больше. Вот мы сейчас наблюдаем в Крыму, но для нас как бы 14 год это, в принципе, продолжение логической 44-го, да? Ну и дальше мы в историю не будем углубляться, к Екатерине, это все же она начала, да? До этого никого из Крыма не депортировали никогда, все только прибывали. Вот. И сейчас то, что делают русские, это уже подтверждено, и наш МИД об этом говорит и везде, они заменяют население. Оттуда выехали там десятки, если уже не сотни тысяч людей, и они заменяют их, это видно по воде, там, по каким-то косвенным признакам, да, армия, сопутствующие вот эти их чиновники, военные, их семьи, пенсионеры эти военные, там, с Мурманска, я не знаю откуда, и так далее. В Латвии же тоже был процесс замены населения. Вот насколько сильно преуспели в этом советские оккупанты в замене населения, начиная с 40-го, ну, скажем, 40-й год, там война быстро началась, Вторая мировая, война уже шла, точнее, тогда. Вот начиная с 44-го года. Главные годы, когда прибывали люди с других частей Советского Союза, особенно Россия, Беларусь, Украина, это были 50-е, 60-е, 70-е. Но и продолжалось, конечно, в 80-х годах. Латвия всегда, в отличие от Литвы и Эстонии, была более многонациональной страной. До Второй мировой войны латыши составляли где-то 3/4, но было где-то 10% русских, 3-4% немцев, которые уехали по договоренности Советского Союза и нацистской Германии. Мы потеряли немцев как таковых. А коренных своих немцев? Коренных немцев с 13 века. Немцы приехали в 13 веке. Их никогда не было по всей Латвии много, но их много было в городах. Риге, Лепо, Елгаве. Вот, например, я совсем недавно смотрел статистику города Лепо и портового города. В середине 19 века в Лепо 2/3 жителей были немцы. То есть этнические немцы. Их по-разному называли. Называли балтийскими немцами, потому что они все-таки очень долго жили. То есть мы их потеряли, 3-4%. Евреев тоже где-то 3-4%. То есть в Эстонии и в Литве всегда страны были более мононациональными. Подожди, но еще не маленький нюанс. То, о ком ты говоришь, это немцы и это евреи, это городское население в основном. Главным образом. Но на восточной части Латвии евреи составляли большинство в очень многих городах. То есть вот это Латгалия... Латгалия составляла, практически были города. Вот там Холокост вычистил, да, просто? Вычистил полностью. Сейчас, например, на востоке Латвии, в Лудзе, восстановили синагогу. Вот восстановили, синагога была. Они не могут собрать определенное число мужского населения, которые вообще могут там собраться и провести какое-то богослужение. Просто нет людей. Просто нет. И плюс еще конец положило, конечно, после начала 90-х люди уезжали в Израиль. Ну, из СССР тогда. Да. Уже, ну да, фактически вот это было в то время. И в начале 90-х они практически все уехали. То есть этнический состав поменялся абсолютно. У нас до Второй мировой войны, например, не было украинцев. Сейчас у нас 2%. Конечно, это результат советского времени. Это трудовая миграция, да? Ну, там было очень много, вот как ты говоришь, офицеров было, и трудовая миграция была. Я помню, еще в конце 80-х в Закарпатье приезжали работать. И понятно, что украинская община в Латвии тоже имеет очень разные политические взгляды.
А интересно, ну, давай так, по-честному. Да. Все-таки эти люди — это советские люди в период Советского Союза, так или иначе туда приехавшие. Это же не Да. прямо они, не украинцы там с желто-блакитовыми флагами Не-не-не, туда приходили. с Да. желтым флагом они не Это приезжали. просто этнические украинцы с Да. советских территорий, да, но советские люди. Ну, очень часто у него в паспорте был украинец, а что он там мыслил и думал как-то Да, понятно, там да. по-разному Но вот было. в данный момент, сейчас, потом о неприятном, а вот украинская община есть такая вот, которая патриотическая? Конечно, которая есть. Я Расскажи об думаю, этих. Латвия, мне кажется, одна из редких стран вообще в мире, где имеется украинская средняя школа. То есть ты можешь получить образование Да на ладно? украинском языке. Серьезно, что И ли? там директором школы работает патриот, директор, учитель Кравченко. То есть фактически все президенты Украины сначала, она сначала 90-е как создала вот эту школу. Школа сейчас абсолютно отремонтирована. Детки разговаривают и на русском, на украинском, на латышском, на английском. И там уже, мне кажется, учатся уже не только украинские дети. Но когда приезжал Гройсман, это было 2 года назад, в марте, я помню, Гройсман пошел в школу. И там я тоже удивился. Детки пели украинские песни, стояли в вышиванках. Там у всех, конечно, украинской делегации слезы, как говорится. То есть понятно, что для Латвии как государства, для нас очень важно, чтобы люди, у нас же 4%, например, 2% поляков, 4% белорусов. Очень важно, чтобы люди ощущали, как представители вот тех народов, чтобы не была какая-то общая там масса, советский человек. То есть, ну, по украинцам тоже. Есть, которые идут, учатся в украинской школе. Есть очень много обществ, которые, вот мы же видим, когда приезжают должностные лица Украины, я по лицам уже вижу, те люди, которые обычно руководят украинскими организациями, которые патриотически настроены. Вот в прошлом году приезжали, там Сенцов был, Сущенко и так далее. Я вижу, кто их встречает. Там Эдем Бекиров был наш. Эдем Бекиров был, я его тоже очень хорошо помню. Но есть люди, которые, понятно, что несмотря на то, что у него в паспорте записано украинец, все-таки человек остался как бы жить ментально в другой стране. И та же самая проблема с белорусами. Немножко лучше, конечно, с поляками, но у поляков всегда, как уже показывает история, национальная самоидентификация, плюс все-таки отсутствие русификации, если сравнивая с теми же самыми украинцами и белорусами. То есть польских школ, мне кажется, как минимум у нас 3. То есть поляки, и, конечно, сразу пошла поддержка со стороны Польши в начале 90-х годов. То есть они создавали школы, приезжали учители и так далее. А Украина все-таки пока еще там искала, как говорится, свои пути. И еще сегодня директор школы Кравченко, она мне тоже часто говорит, она в позитивном смысле там критикует Министерство освиты Украины, что книги нужны, учители нужны и так далее. То есть она, я думаю, даже еще больше хотела бы развить украинскость, если так его можно назвать, в Латвии, но здесь какие-то объективные причины. То есть вот Польша больше поддерживает, конечно, польское меньшинство, чем украинское меньшинство. Ну, надо больше поддерживать. В конце концов, здесь есть фонды, культурные, образовательные фонды. Кстати, недавно, ну, ты же знаешь, это прекрасная женщина, Анифия Круцитова, да? Да. Крым Алиси, крымская родина. Они же издали с помощью Украинского культурного фонда учебник первый по истории, называется «История Крыма и крымско-татарского народа». Это первый учебник в Украине, изданный на 2 языках, ну, отдельно на крымско-татарском языке и отдельно на украинском языке. 5 историков украинских и крымских, абсолютно блестящие, качественные издания, но экземпляров мало, всего, насколько я понимаю, 500. Вот, Ну, это очень мало. да, вот надо бы как-то, конечно, надо бы эту школу госпоже Кравченко, привет передаю, хоть не знаю ее, но передать. Кстати, там даже и там онлайн можно скачать. Ну, там это вот прям вот учебник настоящий, там история Крыма в контексте Украины, в контексте, ну, не советской истории, да? То есть этих учебников и здесь-то не хватает, на самом деле. Вот. Я это очень хорошо понимаю, поэтому, мне кажется, многие вещи и тоже в украинской среде тоже Латвия не держатся на энтузиазме. Посольство Украины очень активно, и посол Украины очень активно поддерживает. Кстати, в Риге также есть памятник Тарасу Шевченко. Его открывал Яценюк еще в 2015 году. И сейчас, когда вот приезжают там, президенты Украины, был Порошенко, Зеленский, всегда встреча происходит там с диаспорой. То есть около памятника Шевченко, недалеко от посольства Украины. То есть такой небольшой, как бы сказать, все-таки центр, ну, Украины, если так можно назвать. Ну, Рига небольшой город, поэтому школа недалеко, посольство есть, памятник Шевченко есть. Мне кажется, есть возможность, есть желание в сердце и так далее развивать все-таки украинскую мову и использовать украинские традиции. Школа есть, я прошу прощения. Это нет, школа. Вот когда я зашел в школу, и что интересно, школу отремонтировали во время Нила Ушакова, кстати, мэра Риги. И школа, когда заходишь,
Ну вот она, вот нельзя сказать, она выглядит лучше, чем среднеобразовательная там латышская школа, но она вообще на очень хорошем уровне. Там спортивный зал, актовый зал. То есть в этом смысле я очень тоже горд, что все-таки и правительство Латвии, и самоуправление города Риги этого поддерживает. Но ты сам перешел к этой теме, к теме русского мира, постсоветского мира, русского мира, как угодно его назови. Там могут быть представители разных там этнических каких-то групп населения, но основная масса, конечно, это этнические русские, примкнувшие к ним постсоветские люди, это потомки военных, там, ну, по-разному, Мгм. да. И у вас с этим очень тяжело, потому что, ну, мы понимаем, почему. Если все было мир, дружба, жвачка, не проблема, да? Но когда вот тут вот такое, да, когда открытые угрозы России в адрес других стран, а вы-то вот прям, ну, я был вот в Латгалии, там просто через речку, там, ну, луг смотришь, речка там или что там, да, и вот она, Россиюшка, тут вот рядом. И она совсем не добрая. Мы Да. граничим с Россией. Совсем недобрая страна, да, такая, не ласковая. Ну и мэр Ушаков, это был как раз тоже от русской партии. Он такой весь из себя интеллигентный был. Сейчас он, как ты сказал, вроде он в этом Европарламенте. Европарламенте. Депутат Европарламента. Да, но там действительно, вот в отличие от Эстонии и Литвы, тем более, где русскоязычное население, скажем так, было мало, у вас с этим политически, ну, скажем так, более сложная ситуация с этим, да? Вот насколько Латвия себя чувствует под угрозой русского мира, и как что вы с этим делаете? Ну, во-первых, такое общее обозрение. Все те страны, которые граничат с Россией, будь это Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, всегда будет процент людей. Мы как находимся на перепутье. Бывшая империя российская, я прошу И прощения. всегда будут люди и в Украине, и в Латвии, которые будут смотреть на Россию с очень позитивным взглядом. Ну, с ностальгией, корни там Это у них там, ностальгия, да. это корни, это литература там и так далее. То есть есть какая-то живая связь. Конечно, в Украине она больше. Например, среди этнических латышей, ну, практически родственников у никого в России нету. В отличие от Украины, где... Среди этнических латышей. Согласен. Да. Касательно... Мы всегда говорим в Латвии об этнических меньшинствах. Да, русские это самое большое. Во-первых, Латвия всегда была в определенном смысле центральной балтийской страной. Это не в позитивном, не в негативном смысле, просто Рига всегда была центром, где приходили... Рига была самым большим городом королевства Швеции. Она была больше, чем Стокгольм. В царское Да, время... серьезно? Я не знаю. Было одно время. Рига была где-то на 5-6 месте среди городов Царской империи. В Риге в 2013 году было более 500 000 жителей. То есть это был... знаки уличные были на 3 языках. На русском, немецком и на Ну, латышском. это вот была Одесса, Южный порт, Рига, да? Абсолютно. Да. Вот Таллин и Вильнюс в этом смысле были определенном смысле провинциальные города. Ох, сейчас нас смотрят наши друзья, Нет, послы Латвии и Литвы. Я очень люблю Эстонию, Литву, это никак не про... И, кстати, после Первой мировой войны очень часто тоже и белогвардейцы, они тоже оседали в Латвии. Просто Рига это была в определенном смысле большой город. Их было объективно больше, чем их было, например, в Транспортный Эстонии. узел тогда, просто тогда всё Транспортный такое, да. узел, и вот транспортный узел и сегодня, и плюс еще геостратегически, фактически, как бы, будучи центральной страной, Литва, Эстония, ну, остается каждая, как бы сказать, на своей. То есть Эстония автоматически изолирована, если, например, Латвии нету. В советское время центр Балтийского военного округа, Рига, советские офицеры останавливались все-таки тоже в большинстве своем в Латвии. В Эстонии тоже, кстати, если смотреть вот северную Эстонию, Таллин, Кохтляярве, Нарве, очень, Ну, приграничная, очень скажем, много да. все-таки тоже не Балтия, эстонцев. да. Мы прожили вместе сейчас последние 30 лет, когда восстановили независимость. Конечно, русские и Латвии очень разные люди. Есть люди, делятся вообще на... Плюс еще есть русские, которые живут в Риге, есть люди, русские, которые живут в каких-то латышских городах и городках и так далее. Да, политически главным образом, может быть, они голосуют за согласие. Есть более радикальная партия, это Союз русских Латвий. То есть они очень сильно разделены. Есть группа людей, у которых есть российское гражданство. Кстати, на выборах они главным образом подавляюще поддерживают Владимира Путина. Ну, где-то там 85-90%. То есть в определенном смысле мы нашли, как бы сказать, все-таки какой-то модус вивенди, если так можно сказать, в отношениях. Мы хорошо понимаем, что многие из них, вот, будь это Крым, будь это Донбасс и так далее, исходят очень часто из позиции России, потому что они смотрят российское телевидение. Но я бы сказал, что за эти годы все-таки они очень много, конечно, переняли тоже от нас.
все-таки, когда русские в Узбекистане будут отличаться от русских в Латвии. Все-таки какой-то местный менталитет, местный колорит, он будет отличаться. То есть я бы не сказал, что у нас какие-то есть открытые вопросы. Практически каждая третья, четвертая тоже замужество, оно тоже межэтническое. И несмотря на то, что люди голосуют, может быть, за разные политические партии, эти споры между вот латышами, русскими и так далее, ну, они не переходят какую-то бы дискуссию, то есть вот какого-то Вроде бы все противостояния. спокойно, вроде бы все спокойно. Я думаю, что да. Но согласись, что все равно для латыша, с которых мы начали свой разговор, которые знают, что такое депортация, что такое оккупация и так все такое прочее. Да, Отличаются взгляды, конечно, жить в одной стране с человеком, из 10 человек 8 голосуют за Путина, ну, из тех, кто паспорта имеет. Это которые имеют паспорта, да. Все-таки они меньшинство. Да, но они живут, да. Но вы нашли решение такое. У вас же государственность возобновлена. Да. Вот эти 22 года независимости, да, после того, как распалась Российская империя, они были очень хорошие, насколько я знаю, экономически, и в Литве хорошие были, годы хорошие, вот эти до войны. Все, как говорится, перед войной всегда все хорошо, да. Потом, ну, полный ужас, все о котором мы говорили, да. Потом пришли вот товарищи россияне, и когда вы объявили свою независимость, вы, по-моему, одновременно с Литвой или в 90-м году, да, у нас была в мае декларация, у них в марте была. Да. Вот. И вы сказали, что это государство наше, Латвийская республика, это правопреемник того государства, да, Латвийской республики. Да? Соответственно, люди, которые по разным поводам там оказались, жил в Латвии, или там твой отец, или кто-то жил до 40-го года. Он получил автоматическое гражданство. Гражданин, да, там, да, какая разница, кто ты по происхождению. Но если ты каким-то образом попал туда, после 40-го года, после 40-го, да? Да. Когда вот было уничтожено. После 17 июня 40-го, да, года, если так. Вот. Ты не получаешь гражданство, но можешь остаться жить. И вы придумали такой вид ПМЖ, который называется негражданство, да? Это было, мы это в то время считали восстановлением исторической справедливости. Ну, это так и есть. Но это же замена населения. Да. Те люди, которые, конечно, гражданство не получили, они так не считали. Кстати, была серьезнейшая проблема. Российские латыши. Они до 40-го года очень часто не жили в Латвии, но они уехали с красными стрелками и так далее. То есть они возвращались. Еще такая часть есть. И они не очень-то большая, но она была. Но мы хорошо понимали, что для развития страны, ну сколько ты можешь удерживать вот это большое число неграждан. То есть, если я не ошибаюсь, в 95-м году были выборы в парламент Латвии, плюс происходил референдум. И мы создали вот ту систему натурализации, когда человек идет, сдает знание латышского языка, знание истории, и, кажется, там знание гимна. Ну, петь не надо, но слова знать надо. В целом, несмотря на то, что очень часто говорили, ну, сколько вот трудны эти экзамены, ну, 95-97% сдавали. Тех, кто подавал, они сдавали. Плюс еще вот по истории, там же не надо было рассказывать мемуары, там было, ну, по тесту идет, то есть 4 варианта и так далее. В какой ты стране живешь? Латвийская республика. Сколько соседей ты имеешь и так далее. Сегодня есть группа людей, которая сознательно не идет на сдачу гражданства. Есть часть, которая обиделась и которая считает, что им гражданство должно быть автоматически. Есть такая группа людей. Есть интересная группа людей, которые хорошо говорят на латышском языке, но они понимают, если они сдают экзамен на гражданство, получают гражданство Латвии, они должны получать визу в Россию. То есть для них это психологически стоять в очереди. Я встречал таких людей, которые мне честно говорили, я бы мог сдать. Я, кстати, с ним по-латышски разговариваю, он мне говорит, ну не пойду я. Почему? Потому что я не хочу. А сегодня, кстати, что интересно, не гражданин Латвийской республики. У него безвизовый режим. Да, европейский. И там. Да. То есть вот Лиссабон-Владивосток в реальности существует у них. А гражданин Латвии, он должен иметь визу, ну, соответственно, в Беларуси, в Россию. То есть это, конечно, эта цифра, если она в начале 90-х была 700 тысяч, сейчас она где-то 200 тысяч, конечно, она будет уменьшаться. Понятно, что один день, и в Эстонии вообще их мало осталось, не граждан. Один день, конечно, не граждан не будет. Мы все будем, ну, или граждане Латвии, или кто уедет, или так что далее. Вы будете делать с таким понятием, как, я не знаю, кстати, у вас есть это, в Таллине мне показывали русские районы.
И вот я туда едешь на машине, и там фотографии людей, как из «Единой России». И такие же лозунги. Человек конкретного дела там. Ну вот прям как какой-то Тамбов или Рязань, да? У вас есть такое? Не, ну понятно, что российские политтехнологи работают с многими политическими И в партиями. Украине тоже. Я То так есть в этом смысле политтехнологи, они предлагают какие-то свои решения, они тоже ориентируются на возможного избирателя. Я бы не сказал, что в Риге есть как бы русские или латышские районы, но есть, конечно, эти новые районы очень часто строились для новых рабочих. Ну, да. Создавался завод. Вот, например, я сам из Елгавы. Был завод РАФ. И назывался Рафовский район. То есть большинство это были рабочие РАФа, это были этнические русские, белорусы или украинцы. То есть сказать, что это русский район, ну, конечно, там были какие-то латыши, несомненно, были. Ну, никогда не было такой, но это видно по карте тоже Риги. Есть определенные районы, где число латышей очень небольшое, и число, соответственно, этнических меньшинств большое. Точно так же все-таки центр Риги, он более латышский. А в Таллине, если не ошибаюсь, есть такой район Ласнаме, та же самая ситуация. Ну, то есть это та неизбежность, которая есть, и... Кстати, моя супруга, она тоже живет в таком районе, который этнически абсолютно смешанный. Ну, у вас проблема другая. У вас восточные регионы, наверное, больше. Где латыши меньшинство до сих пор. Восточные регионы Латвии, они всегда были интересны тем, что они всегда были более этнически смешанными, чем другая часть Латвии. Во-первых, восточная часть Латвии во время царской России это была частью Витебской губернии. То есть центр был Витебск, а Даугавпилс, Лудза, Резекне это была частью, это была западная часть Витебской губернии. Они воссоединились с Латвией только уже после 18 года. И так как это было частью Польши до 18 века, то есть у нас получилось, что две Латвии как бы развивались, каждая по своему... Потом вы воссоединились. Они воссоединились. Это часть католическая. Латыши делятся все-таки католики и лютеране. В отличие от Эстония, это только лютеране, а литовцы это только католики. Да. То есть в этом смысле воссоединение через какое-то время, они говорят немножко на другом латышском языке. У меня так просто отец оттуда, поэтому я так хорошо могу вот этим... Я одинаково комфортно чувствую себя в католической или, например, протестантской среде. Но эти вот все-таки какое-то время, которое мы провели порознь, и в советское время тоже, русских всегда было очень много в Даугавпилсе. В царское время его называли Двинском, то есть число латышей всегда было очень небольшим. Военных много было, по-моему, да? Или что? В царское время тоже там был форт и так далее. Я уже советская, просто у меня одногруппник, то есть, оттуда у него отец летчик, что ли, был? Да, у нас вот Дима Левус, тут политолог украинский, тоже с Даугавпилса, кстати. То есть этнически всегда состав был более смешанным, поэтому, но это уже сложилось где-то в определенном смысле исторически. Практически в каждом латгальском городе сразу можно увидеть католический костел и православная церковь. Они фактически в одном районе. Там еще у вас и староверы живут. Там вот, и староверы живут, потому что староверы убегали в результаты церковной реформы. И они просто прибегали туда. То есть у нас, кстати, староверы, если я не ошибаюсь, у нас есть вот такая дефиниция традиционной религии. То есть староверы, православие считаются традиционными религиями. Я был в староверских храмах. Там. В Риге у них очень большой храм есть. Да. Я вот в Латгалии был, по-моему, в Резекне, уж не помню точно. То есть это то историческое наследие, которое есть. А до войны это вообще большинство этих латгальских городков, это было очень большой процент евреев. То есть там вот Холокост изменил этнический состав полностью. Поэтому вот та большая проблема, которая, вот та Латвия, которая была в 45-м году в сравнении с 40-м годом, ну, оно сильно поменялось. И, конечно, в результате прихода особенно не латышского населения, вот 50-е, 60-е и 70-е этнический состав очень сильно менялся. То есть города, где вообще, ну, традиционно, кстати, число латышей в царское время, согласно переписи населения 1897 года, латышей было больше, чем сегодня на территории Латвии. Да ты что? 68% где-то. На Запад 60? Где-то 62-63. Да. То есть вот тогда, исходя из тех данных, вот царской переписи латышей было больше. А в советское время мы дошли в 89 году до 52%. Но насколько сильно ваша страна ощущает угрозу от огромного соседа? Насколько вы спокойно себя чувствуете в НАТО? И, ну, напали на Украину, могут гипотетически напасть и на вас. Мы в 91 году поняли одну вещь. Мы потеряли независимость в 40 году.
Из-за того, что фактически мы были одни. Мы были одни, даже фактически отношения между Латвией и Литвой, Латвией и Эстонией были на самом лучшем уровне. То есть мы каждый думали, спасаемся как можем. И в итоге все попали в одно. Все попали. И плюс еще была немножко разная геополитика. Был абсолютно для региона сложнейший польско-литовский конфликт. Мгм. Он реально влиял, то есть, потому что Латвия и Эстония там не были задействованы, а Польша была соседом Латвии. Ну, в итоге Советский Союз пришел и всех... Фактически ситуация, вопрос разрешился таким образом, к сожалению. И понятно, что мы поняли в начале 90-х годов, что если мы хотим все-таки сохранить и упрочить нашу независимость и суверенитет, понятно, что это мы не можем сделать без больших международных игроков. То есть уже в 95-м году наши политики, все политические партии согласились об общем устремлении, что мы идем в Европейский Союз. То есть для нас это был вопрос выживания. И я, кстати, считаю сегодня, Украина большая страна, несомненно, сравнительно с Латвией, но я тоже считаю, что для Украины вступление в Европейский Союз и НАТО – это не просто так «хочу, не хочу». Это тоже в определенном смысле сегодня вопрос выживания, потому что Украина пострадала, я бы сказал, намного больше чисто исторически, чем Латвия. Я не говорю про Голодомор и все, что случилось фактически вот за эти годы, когда украинского языка, кроме Западной Украины, терялось. Мы никогда не было все-таки в такой ситуации. Я учился в латышской школе и так далее. Латышский язык все-таки сохранялся, и были и традиции и так далее. Происходила русификация немножко другим путем, менялся этнический состав и так далее. Вас братьями не считали просто, да, не называли братьями. Абсолютно. Да. В определенном смысле хорошо не быть братом. Поэтому в этой ситуации для нас вступление в Европейский Союз и НАТО это был вопрос, все-таки национальный приоритет номер один. На сегодняшний день, то, что мы всегда говорили, мы небольшие страны, мы ни в коей мере не хотим конфликтовать с Россией. Уже с начала 90-х годов мы всегда говорили... Она у вас не спросит, вы знаете. Это другой вопрос. Но наше правительство с начала 90-х годов мы старались строить эти отношения. Мы заключили договор о границе. У нас есть демаркация границы происходила. То есть мы с своей стороны никогда, но мы тоже говорили, что это наш приоритет. Мы хотим вступать в те союзы, в которые мы хотим вступать. То есть мы в этом смысле не будем... мы были против права вето какой-то третьей страны. Кстати, в начале 90-х годов тогда Леонид Данилович Кучма был президентом Украины. Украина была одна из тех стран, которая не шла в тот момент в Европейский Союз и НАТО, но они поддержали нашу позицию, что любая страна может выбирать союзы, в которых она хочет вступать. Для нас эта поддержка была очень важна в тот момент психологически. Понимая, что Украина, конечно, не влияет там, на позицию Берлина, Парижа и так далее. То есть после Крыма, что физически изменилось, у нас, да, появились контингенты бойцов стран НАТО. Угу. В Латвии это Канада, которая самая главная как бы... Это Восточная Латвия, правильно понимаю? Нет, они находятся в Адаже, это недалеко от Риги. То есть они размещены, потому что очень часто жители Латвии спрашивали, что означает НАТО. Но все говорили, статья номер 5, очень классно. А как статья номер 5 будет реализовываться, если будет какой-то кризис? То есть это... И понятно, что там этих людей настолько мало, что сравнительно, например, с той вооруженными силами России, которые находятся там в Псковской области, и Калининградской военно-политическое присутствие. Несомненно, это была психологическая стабильность. Это как ты практически покупаешь иншуранс и все-таки надеешься на какой-то результат. То есть в этом смысле, несмотря на все это, для нас, как для небольших стран, для Эстонии, для Латвии, Литвы, точно так же, как для Украины, для крымских татар, мы хотим жить так, как мы жили. То есть для нас это самое-самое главное. Сохранение языка, традиций, религии и так далее. То, что мы имеем. Поэтому вот вступление в НАТО и Европейский Союз, и мы за последние годы очень много, я думаю, что укрепляем наши вооруженные силы. Мы одна из редких стран НАТО, которая платит 2% от ВВП. Вот, я хотел про армию спросить. Вот в этом смысле. И, кстати, это результат Крыма и Донбасса. То есть это было в определенном смысле, то, что мы увидели, мы тоже поняли, что... Договоры ничего не ставят. В вашем случае, да, в этом смысле, к сожалению, не было вот реальных гарантий, которые гарантировали, да, были какие-то двухсторонние соглашения там с Россией. А в нашей ситуации все-таки, ну, представляешь, НАТО, если, например, статья номер 5 не действовала, но это был бы развал НАТО и вообще всего трансатлантического. Нет, тогда зачем собирались тогда? Тогда зачем собирались? Но понятно, что мы поняли одно, что фактически нужно укреплять вооруженные силы. У нас, кстати, очень много людей начали вступать в Земесардзе. Это такой аналог, как бы сказать, Национальной гвардии. Люди без никакого военного опыта. То есть
очень часто то, что, мне кажется, очень важно для Украины, никто тебя не будет защищать, если ты В сам. первую очередь ты должен сам. Абсолютно. Да. Ты должен показать, что ты со своей Тогда стороны... за тебя тогда... Абсолютно, абсолютно. А, кстати, вот та история про Латвию, Литву и Эстонию 40-го года, там же, с одной стороны, никто и не вступился за ваши страны балтийские, да? А с другой стороны, и сопротивление ваши страны сначала не оказывали. Там же была ползучая гибридная оккупация, тоже какие-то референдумы, вот эти давления, там, дайте нам вести войска, да, базы военные. Там. Предвоенное правительство Латвии, Улманиса, мы хорошо понимали. Балтийские страны были 4, кстати. Финляндия была 4-й балтийской страной. Это сейчас Финляндию считают Северной Европой и скандинавской страной. Но фактически в определенном смысле наша независимость была под сильнейшим ударом уже в 1939 году. Уже было понятно. Когда Советский Союз надавил на размещение военных баз. Конечно, это делалось как бы исходя из геостратегических соображений, что вот угроза нацистской Германии. Да, и мы плюс тут, да, правительство Советского Союза гарантировало невмешательство в внутренние дела латвийской. Они продолжали этот разговор практически до первых дней оккупации. Я вот сейчас читаю мемуары последнего посла Латвии в Советском Союзе, которого, кстати, расстреляли потом. Где-то в марте, это 3 месяца перед оккупацией, был визит главнокомандующего вооруженных сил Латвии, которого тоже, в конце концов, он тоже там погиб. И вот представляешь, 3 месяца, а там проходят переговоры. И там очень интересные вот эти тоже информация там о визите эстонских делегаций. Все в 40-м году там едут туда, что-то обсуждают. Изображают какую-то дипломатию русские. А потом в один момент пал Париж, немцы оказались там, и пошел очень сильнейший разворот. Там модель была уже, потом уже похожа. Было 3 эмиссара, у нас был Вышинский, который руководил уже стратегически оккупацией Латвии, дальнейшим присоединением. Везде были так называемые выборы. Выборы так называемые в том смысле, что только одна политическая сила могла участвовать. Ну и, конечно, набрала, соответственно, там 90%. Ну, это то же самое, как референдум в Крыму, фактически. Ну, с нюансами, но смысл тот же. С нюансами, но смысл то же самое. И, кстати, тоталитарные диктаторы, если посмотреть присоединение Австрии и Германии, там же тоже, я видел этот бюллетень, большой круг «за» и маленький «нет». Конечно, никто эти голоса не посчитал. Но все решала военная сила. И, в то время решала военная сила. 4-я балтийская страна спаслась только потому, что она начала воевать. Были силы воевать, была армия. Они продержались где-то 4-5 месяцев. И все-таки Советский Союз ценил силу. Если, конечно, Финляндия, держалась с последних сил, то есть потери были. Ну, конечно. Живой силы. Что сравнить, да, Финляндия и Советский Союз. В тот момент советское правительство приняло решение, что слишком долго возимся с этим. И вот результат тоже фактически под политики финляндизации. После 1945 года была Финляндия, но в реальности не имела особого независимого внешнеполитического курса. Но сохранила независимость. Большую часть территории независимость, да. Сохранила независимость. Потеряли где-то процентов 10-12. Кстати, потери были серьезные. Выборг в то время был 2-м по величине городом Финляндии. Кстати, один из людей, который тоже выходит из этих территорий, бывший президент Финляндии Марти Ахтисари. Тоже. И потом они, эти территории вернулись, и после 1945 года уже без выборов. На самом деле, они до сих пор не вернулись. И, по идее, это оккупированные территории. Вот так, если разобраться. Сейчас признаны границы. Сейчас вот одно слово, например, то же самое по Крыму. Границы в Европе, они менялись очень часто, это да. Но какой-то пункт все-таки после 1991 года положили. Если сегодня бы начали дискутировать, кому это и это, тогда все бы передрались. Кстати, у России есть к вам претензии? Нет, никаких. Нет, да? Это у вас есть вопрос по 2 районам? Мы сняли этот вопрос, потому что мы понимали, что его не решить. И в тот момент мы понимали, что важно, чтобы у нас была реально демаркированная граница. Чтобы вступить, чтобы главный вопрос решить. И если бы мы этот вопрос поднимали, мы соглашение о границе бы никогда не подписали. Да, понятно, да. Вы главные свои цели достигли. Вы вступили в НАТО и в ЕС. Да. Мы вступили, но понятно, что мы заинтересованы, и мы в укреплении этих организаций. Очень много, конечно, внутренних споров, это, мне кажется, каждый видит. Очень разные подходы, но на сегодняшний день нету политиков ни в Европейском Союзе,
и я уверен тоже сейчас, после перехода президента Байдена, которые бы сказали, вот давайте все это закрывать. Прошло, во-первых, очень большое время, и люди уже привыкли все-таки к сотрудничеству. Европейский Союз, я думаю, вот очень много мы часто говорим, это там благосостояние и так далее. Европейский Союз, мне кажется, самое главное в том, что нету войны между Германией и Францией, и нету войны между Германией и Польшей. То есть все посредством Европейского Союза все-таки стали каким-то общим статус-кво такой, мы дом общий, да. Все, что было, то было, слушайте, и там, да. При сегодняшнем глобальном мире, при сегодняшних глобальных проблемах, все-таки ни Германия, ни Франция никто в одиночку выплыть не может. И поэтому я уверен тоже, в будущем Европейского Союза тоже с Украиной. Потому что Европейский Союз, добавить Украину, в позитивном смысле этого слова, это все-таки укрепить еще потенциал Европейского Союза. И я в этом смысле абсолютно поддерживаю европейскую идею. Я вот всегда, одна из моих идентичностей, конечно, латыш, там, балтиец и так далее, но европеец это тоже одна из идентичностей. То есть это все-таки ощущение этого общеевропейского дома, это не просто пустые слова. Я вот встречаюсь с коллегами, будь это Кипр, Греция или Нидерланды и так далее, у нас есть что-то общее. То есть в этом смысле это, я считаю, один из самых гениальных проектов, который придуман, несмотря на все вот эти проблемы, трудности, которые мы сегодня имеем. У вас есть единственный народ, который более-менее близок к вам по языку. Да. Это литовцы. Да. А вот как у вас это уживается в вашей культуре, и у латышей, и у литовцев? Вот вы братские народы, не братские народы. Вы соседи, вы там двоюродные братья, и кто-то кого-то подавлял исторически? Литовцы нас всегда называют бралюкой, как бы братья. В Латвии все-таки этого ощущения... Что интересно? У нас истории с Эстонией больше, чем с Литвой. Вот да, там интересная такая же, да? То есть Литва все-таки была государством... Поэтому Литва, кстати, исторически намного более связана с Украиной, с Беларусью, например, чем Латвия. Да, а вы туда все-таки к северу. Ну, да. Фактически случилось как? Немцы, когда пришли, когда началась вот реальная колонизация территории Латвии и Эстонии, датчане там обосновались в Таллине. Это Таллин, кстати, в переводе датская крепость. Кстати, легенда есть, что там и датский король, и датский флаг увидел, там есть место в Таллине. Я не знаю, как бело-красный он там видел, но увидел. То есть в этом смысле мы с эстонцами развивались как часть все-таки немецкого протестантского культурного пространства. Литва создала свое государство, потом с Польшей создали еще государство. Да. И что интересно, да, я литовский язык не понимаю, и литовцы, кстати, не понимают латышский язык. Поэтому в этой ситуации, да, мы два языка, был третий язык прусский, но из-за немецкой колонизации он вот там, где находилась Восточная Пруссия, сейчас Калининградская область, он потерял вообще. То есть осталось два вот таких языка, и у нас есть так тоже и единение балтов и так далее. Но вот историей больше связано с Эстонией, и плюс еще все-таки протестантский склад ума, он отличается от католического склада ума. Очень часто, например, мы с эстонцами как-то друг друга можем легче понять. У литовцев очень сильную роль сыграло все-таки вот то, что наличие государственности. Вот это ощущение. Долговременной государственности. Долговременной. У них и литовцы всегда очень любят вот рисовать карты, где вот там от моря до моря и так далее. То, что, конечно, у латышей и эстонцев нету. Ну, не было такого. Понятно, просто разные истории. Но мы, например, тоже находимся на когда-то территории Великого княжества Литовского. Да? И в Луцке была резиденция князя Великого. Когда в Херсонской области увидел, там тоже есть литовское культурное наследие. То есть вот насколько все-таки литовские традиции очень далеко шли, конечно, в этом смысле. Я был и вместо литовцев я и понимаю, что фактически это, конечно, предмет гордости, несомненно, это все-таки история, но это вот самое интересное, что я почему этот вопрос задаю, да, потому что вот нормальные народы, у них это они в памяти есть, но нет повода для каких-то притязаний, ты мне чем-то обязан, там, ты младший брат. Политически это вы сейчас все братья, да, Эстония, Латвия и Литва, и также и Украина, то есть политически, и можно и Польшу, наверное, сказать, мы создаем опасность, у нас одни ценности, по большому-то счету. Да? В Европе то, что было все-таки... Вот очень часто я слышу, что и в Украине говорят, почему вот позиция Европы такова или такова. 2 мировые войны снесли весь европейский континент. Фактически потеря мощи Британской империи, французской. Германия была в руинах в 1945 году. То есть фактически мы поняли, что так дальше нельзя. И на сегодняшний день, вот возвращаясь к границам, границы они есть, какие они есть. Они не могут все время меняться. Кстати, у меня вот хороший был
хороший друг польский посол, он один раз сказал, это странно, кстати. Он говорит, вот те поэты и писатели, которых мы сегодня изучаем в школе, которые наши классики, большинство из них не родились на территории сегодняшней Польши. Ну и что? Вот так случилось. Точно так же вот Крым, территория Украины, Закарпатье, территория Украины, Вроцлав – это город Польши. Если мы сегодня начинаем где-то с исторического контекста что-то вырывать, ну, это европейцам мало интересно уже. Слушай, ну вот Это слишком уже... большинство из ныне живущих крымских татар не родились на территории Крыма по совершенно понятным причинам. Это совсем другой вопрос. Ну это то же самое. Да, что люди, войны вот эти. В отношении крымских татар да. даже в 50-е годы все-таки не восстановили возможность вернуться. Чеченцы же вернулись, ингуши вернулись. Понятно, что там кто-то... Нет, именно в отношении нас это сохранялось. А в отношении крымских татар это сохранялось. То есть я вообще удивляюсь, насколько вот 40-е годы и потом начали возвращаться к конце 80-х, сохранить язык и так далее. То есть и не все сохранили. Понятно, что это... Ну, 2 поколения в изгнании, Юрий. Как считать, то и 3, да? И я, кстати, смотрю на американских латышей. Они живут там где-то с 50-х, 60-х годов. Они удержали вот эти 2 поколения латышского языка. А сейчас же я вижу, что фактически новое поколение уже говорят на очень сильном, латышском с сильным английским акцентом. Смешанные браки. И в результате, рано или поздно, латышскость как вот такова, например, там в США, в Канаде, в Австралии, ну, ее практически невозможно. Ну, понятно. Ну, англосаксонский, американский мир, он такой огромный. То есть вот там, то, что крымским татарам было все-таки еще бы одно поколение, я думаю, что некому было бы возвращаться. Ну, что ж теперь говорить. Уже вернулись, и вот пришли, как знаешь, мой друг Павел Фельдблюм сказал, что как вот и бегство евреев из Египта, из рабства, да, история с крымскими татарами и Российской империи, это Египет догнал. Он опять к нам пришел сам. Мы туда его не звали, в Крым. И он опять все начал ломать. Но, слава богу, есть друзья. Я понимаю, что сейчас Европа такая странная, многое. Но, по крайней мере, Латвия, Литва, Эстония, Польша. Это те страны, которые, ну, всегда рядом с нами будут. Тут общий исторический опыт хороший. А это, кстати, вот в чем сила европейского и слабость Европейского Союза? В Европейском Союзе вы всегда найдете друзей. Всегда. Практически каждый регион. И плюс еще маленькие европейские страны, геополитика играет свою роль. Понятно, что для нас Украина, Беларусь, там Кавказ, это мы страны, которые мы знаем, они более близки. И точно так же для стран, как Кипр, Греция, Северная Африка всегда будет более важна. Потому что, ну, все, что начинается с мигрантских потоков и так далее. То есть это нормально. То есть, но есть большие страны, как Франция, Германия, понятно, которые геополитика намного сильнее развита, которые не могут смотреть на одну или другую. То есть тоже, будь это Крым или крымские татары, всегда будет поддержка. Всегда какая-то большая, маленькая, но она будет. То есть в этом смысле для нас все-таки вот Украино-российский конфликт, это фактически на многие годы сейчас вперед. Это вот то, что никогда не могли предсказать, но это уже сейчас, сколько лет уже прошло? Уже 7 лет. Прошло 7 лет, но, знаешь, тут, когда меня спрашивают вообще, сколько это будет длиться, я так задумываюсь и думаю, длиться может сколько угодно, если с этим ненормально бороться. Вот сейчас европейские санкции обрушили экономику России на 2%. Ну, скажи мне, это может как-то повлиять на намерение России быть агрессором? Я думаю, что самое главное, что самое важное для Украины, а я уже 5-й год тут. Я приехал, было трудно, 5 лет прошло, еще трудно. И будет трудно. Это становление государственности. Это самый главный вопрос. Почему на сегодняшний день то же самое России? Для России Украина, вот ты правильно сказал, это братья. Вот это ощущение общей истории. Но сколько это объективно, не объективно, это не важно. Это навязанная история, они рассказывали. Ты младший брат, сиди молчи, слушай, что это ощущение. Скажут, да. То есть пока Украина стабильно не станет на ноги, пока каждые полгода не будет дискуссия, будет дефолт или не будет, будет там кредит с Международным валютным фондом или не будет, пока вот это будет продолжаться, это будет ощущение внутренней слабости. Украина в этой ситуации, это развитие государственности, это и национальная идентичность. Это все-таки понимание внешнеполитических приоритетов. Вот Петр Алексеевич включил это вот через парламент Конституцию. Это важно, и Зеленский поддержал. Вот буквально сказал, да. То есть сила Украины состоит в том, будущее,
что нужно стабилизировать свою страну. Пока вот этого не будет, Украина всегда будет открыта к этому нажиму. Ну, И смотри, плюс с братской любовью вместе, это как но, бы... если бы эта братская двойной риск. любовь была только в каких-то анекдотах, но дело в том, что ты же, наверное, видишь влияние внутриполитическое, неестественное влияние России, пророссийских каналов, партий, ну явно, но это агентура, политическая медийная А то, что агентура. я тебе в самом начале говорил, вы и мы находимся, да, мы часть политическая, часть Запада, но мы находимся исторически на перепутье между Востоком и Западом в этом смысле. Будучи даже политической частью Запада, и в Латвии, и Литве, и Эстонии всегда будут люди, которые на Россию будут смотреть. Мгм. А тут, представь, этого намного больше. Все-таки я часто бывал на восточной части Украины. В Донбассе бывал, в Харькове бывал, в Запорожье. Это все очень медленно происходит. Мгм. Но слишком много общей истории, слишком много общих исторических воспоминаний. То есть в этой ситуации я посмотрел вот на выборы самоуправлений. Нормальные выборы, но они показали плюралитет мнений. Но и показали, что очень многие люди, и, кстати, тоже подтверждается, например, та же самая социология, как минимум там 10-12% всегда выступает, несмотря на то, что идет война, выступает за вступление в Евразес. То есть, ну, несмотря на все это. Какой Евразес? Уже война давно, санкции, да. А но- тут еще другой вопрос. Воспринимают ли все украинцы это как войну с Россией? Конечно же, нет. Ну вот в этом и Скажем самый так, главный вопрос. все граждане Украины или жители Украины, потому что, да. То есть в этом смысле сегодня нам было легче. Я еще повторюсь, нам было все-таки легче в начале Для вас 90-х годов. враг был очевиднее, и оккупация была очевиднее, она была концентрированнее, брутальнее, Кто в начале растянутая во 91 времени. года помнил об Украинской Народной Республике? Ну, кто помнил? Меня, кстати, Ну. очень часто спрашивают, как бы развивалась история. Я считаю, что главный переломный момент это была потеря независимости Украинской Народной Республикой. Украина была совсем другой страной. Это все вырвали. Да, с корнем, После голодоморами, да. Потом Голодомор, да. потом Холокост. Война, Потом да. в 91 году. И сейчас, когда вот проходила декоммунизация в 2014-2015 году, я смотрел, переименовывали улицы, мне самому в Википедии надо было смотреть, кто это за товарищи. Поэтому это намного сложнее. И в этой ситуации, вот ты говоришь про учебник крымско-татарского народа, да и историю Украины фактически, я не знаю, ну с первого класса, может быть, не надо, но с четвертого как минимум нужно изучать. То есть это фактически ориентиры, которые все-таки какие-то создать. И, кстати, в Западе никто не знает ни о Грушевском, поверь мне, ни о Петлюре, ни о Скоропадском и так далее. То есть это тоже определенная работа, которая должна... А знаешь, почему не знает еще? Потому что в какой-то момент Запад, ну, не будем конкретизировать, в какой-то момент предал и страны Балтии, предал и Украину. Ну, у нас 2 минуты, мы не будем про это. Но это забыть было легче. Это, к сожалению, такой мир. Я честно скажу, мы когда боролись за восстановление независимости, большая часть этих стран никогда не поддерживали наше присоединение к Советскому Союзу, но когда мы говорили, давайте сейчас признаете нас, Нет, подождите. сейчас. Мне, знаешь, что Ландсбергс рассказывал? Ну, Ландсбергс легендарный человек, да, литовский, несомненно. да? Он мне рассказывал, говорит, когда мы объявили о независимости, ну, с вашими политиками было то же самое. Мне звонят из, не знаю, Брюссель там, или что там, Вашингтон, и говорят, давайте вы не будете выходить из Советского Союза, у вас будет суверенитет там, экономический и так далее. Я говорю, что вы им сказали? Он говорит, я послал их на 3 буквы. Вот Но, так. представляешь, приехал, мне кажется, госсекретарь Бейкер еще в Украину, уже когда все было понятно. Да. То есть очень часто, как говорится, процесс идет, а там еще пока ментально с этим не справляются. Но это про то, знаешь, про то, что экторами этого процесса должны быть мы сами. Латыши Абсолютно, сами, абсолютно. крымские татары, украинцы сами. Да? Абсолютно. Тогда мы заставим других действовать с нами, защищать нас, помогать, быть с нами вместе. Абсолютно. А так с удовольствием и многие бы отвернулись. Да? Эта борьба за независимость, каждый украинский латышский политик об этом должен думать. Что я делал для своей страны? Вот на этой мажорной ноте мы закончим нашу почти часовую беседу с Юрисом Пойконсом, чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Украине. Огромное спасибо, Юрис. Спасибо тебе. За то, что пришел. А я хочу зрителям напомнить, что, безусловно, русский рейх будет разрушен обязательно, но только если вы сами тоже будете помогать в этом. Где бы вы ни находились, если вы чувствуете себя в душе патриотом и бойцом за Украину, за Крым, за крымских татар, за нашу общую победу, то становитесь подписчиками нашего канала на сайте patreon.com, подписывайтесь на регулярные донаты. Ну, если не мы, то кто? Вот мы только что с Юрисом об этом говорили. Всего доброго, смотрите АТР и дальше.
Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.